когда ты сценарист и когда ты режиссер, ты больной человек. Ты постоянно об этом думаешь, ты постоянно видишь это. Кадры на улице, персонажи на улице. Ты без этого жить не можешь, соответственно, ты уже выбираешь эту профессию. Режиссер – это, безусловно, лидер. Режиссер – это человек, за которым должны идти. Не должны, не обязаны, а идут. Режиссер – это зеркало, такое сердце процессов. Он должен присутствовать везде, но не как тиран и авторитарная личность, а именно как душа. Вот если это есть, то, мне кажется, любая картина бывает особенной. Выпускницу сценарно-киноведческого факультета ВГИКа Ангелину Бетарову можно считать представителем новой волны осетинского кино. Пожалуй, яркое пятно в ее творческом портфеле – художественный фильм о войне в Южной Осетии «Выжить нельзя погибнуть», завоевавший 2 гран-при на крупных российских кинофестивалях. Также Ангелина стала бронзовым призером национального чемпионата творческих компетенций Art Masters в компетенции сценарист. Является членом Союза кинематографистов России. Совсем скоро на экраны выйдет новый документальный фильм режиссера и сценариста Нарты «Театр вопреки», который был снят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Творческая биография Ангелины Бетаровой началась неожиданно. Однажды в местном университете она увидела плакат, на котором от руки были написаны все факультеты ВГИКа с условиями поступления. «Это и было началом моей мечты», признается Ангелина. «Целыми днями я думала только об этом». Еще в юности она поразилась тому, как искусство может передавать эмоции, создавать настроение и вовлекать зрителя в историю. Однако страсть к кино пришла немного позже, когда девушка стала осознавать силу и влияние фильмов. Ангелина поняла, что сама хочет снимать кино, ведь это способ выражать идеи, эмоции и мировоззрение. Учеба во ВГИК – идея, в которую никто не верил, кроме нее. Нужны ли влиятельные покровители, чтобы снимать кино и сниматься в кино? Почему без хорошего сценария никогда не получится хорошего кино? Приходится ли чем-то жертвовать ради любимого кинематографа? Обо всем этом далее в программе. У меня есть такая мечта. Я хочу дом в горах, потому что я сама, можно сказать, выросла в горах, в Унале. У меня у дедушек был там дом. И вот почему-то у меня очень сильная связь с этим местом. Недавно я тоже заметила, что еще мне важен шум реки. Сила гор меня вдохновляет и восполняет. Я очень люблю свою землю, я очень люблю свою малую родину. И она действительно дает много сил. Где я бываю, там всегда бывают собаки. И всегда. Привет. Ну все, давай, иди.
почему долгое время не показывали ни патриотических фильмов, ни передач. Сейчас стараются поднять патриотический дух. Было упущено какое-то поколение. Если бы сейчас фильм «Выжить нельзя погибнуть» показывался бы на кинофестивалях, естественно, восприятие было бы другое. Да? Добрый день. Алина? Алану нельзя туда ехать. Ну, я сама только утром узнала. Алан, может, ты не поедешь? А ты посмотри в интернете, что в Цинвале творится. Если бы все смотрели друг на друга, то защищать было бы уже некого. Быстрее. Раненых вывозим! Яманец! Кто тебя сюда звал? Без тебя бы не справились! Это история о войне в Южной Осетии августа 2008 года. Такой собирательный образ мужчин, которые защищали свой дом до прихода российских войск. То есть это история, которая началась за несколько дней до 8 августа, как все начиналось, какие были предпосылки. Это история одного подвига. Как режиссер я постаралась сделать его современным, ярким и в какой-то степени, наверное, трогательным. И самое главное, как-то его музыкально оформить, чтобы он был именно интересен молодежи, чтобы он был ритмичный и легко смотрелся. В больницу надо! Отвезем! На позиции! Его, машину подгони! Неужели повылезали из окопов? Сейчас побегут обратно. Охренеть! Посмотрите, не бегут. Видимо, таблеток наглотались. В Севастополь, когда мы приехали в 21 году на Золотой Витязь, там местные жители ходят на эти показы, все. И они очень тепло восприняли эту картину. Они обнимали главного героя, говорили ему спасибо, что ты живой. И только потом я стала понимать, почему. Потому что они через это прошли. И они по-другому. И к российскому руководству они с благодарностью за то, что их пришли и спасли. И в этом фильме, там, где был акцент на российские войска, они хотели больше увидеть. Всего за 3 года, да, как изменилось восприятие мира у всех, от мала до велика. В тот момент все сложилось очень интересно для меня. Я впервые прошла по красной дорожке, прошла с известными актерами.
И это действительно очень приятное такое чувство, когда ты идешь, тебя встречают совершенно незнакомые люди, но которые были на твоей премьере, которые смотрели твой фильм, которые переживали за твоего актера, которые подходили к тебе и говорили теплые слова, и сейчас ты идешь, они называют твое имя. Не то, чтобы это какое-то внутренняя какая-то гордыня, нет, это то, что необходимо творческому человеку, вот эта обратная связь, из-за которой у тебя потом появляются силы идти дальше. Это первый день их новой жизни. То, кем они были вчера, не имеет значения. Позиции заняли свои! Теперь важно, кем они станут сегодня. Испытать себя, узнать границы своих возможностей. Их задача — выстоять, преодолеть, закалиться и стать победителями. Проект «Победители». Это 5 дней дневного пребывания допризывников на местах обучения. Захватывающие, интенсивные практические занятия по начальной военной подготовке. 16 человек, не имеющих никаких специальных навыков, с абсолютно разной физической подготовкой, испытают это на практике. Мы делали совместно с Борисом Кантемировым телепроект «Победители». Основная идея в том, чтобы молодое поколение было подготовлено. Дело даже не в военной подготовке, хотя и это тоже важно. Вообще любые мужские качества, то есть как бы там, пойти в поход, там, что-то добыть, умение обращаться с оружием, умение там, водить машину, умение ориентироваться в местности. Такие вещи, которые были немножечко убраны на второй план. Ну и Борис Кантемиров сделал такое как бы соревнование, как это назвать. Но мы это все засняли на камеру, как бы сделали из этого такой сериал молодежный, документальный. Это очень важно. Когда тебе твои эмоции, твои амбиции не мешают делать дело, то тебе любое дело под силу. У нее все впереди. И ее смело можно отнести к плеяде вот этих новой волны, молодой волны кинематографистов, которые, конечно, и обязаны, и, я уверен, оставят след в остинском кино, так же, как это сделали предыдущие поколения. На сегодняшний день кино, как производство, оно в разы стало дешевле. Это не супердорогая пленка, это не супердорогие камеры, не нужно таскать там кучу транспорта за собой, да. Талантливый человек с фотоаппаратом и с компьютером на сегодняшний день может сделать гораздо больше, чем бездарь со всем вот этим пафосным окружением. Да? И поэтому, мне кажется, на сегодняшний день нужно создать вот эту программу именно поддержки молодых кинематографистов. И поверьте мне, что мы за 3 рубля сможем гораздо больше создать интересных проектов и заставить говорить о себе, нежели будем сейчас говорить о каких-то многомиллионных проектах, которые завтра устареют, а содержания-то не будет. Поэтому есть у нас молодые кинематографисты, и совсем молодые, те, которые уже постарше, есть в кого вкладывать, есть о ком говорить. Нужна просто хорошая организация. Чтобы остинское кино вышло на новый уровень, нам нужно снимать актуальные современные темы. К сожалению, не всегда возможно об этом говорить. Если говорить только о хорошем, то тогда кино будет плоское. Хотя есть такие интересные истории, которые действительно бы, как говорится современным языком, стрельнули бы и бомбанули, да, на всю Россию. Как, например, казахское кино. Я всегда стараюсь на фоне каких-то неблагополучных, наверное, обстоятельств выводить людей. Именно людей, которые делают этот мир красивее, наверное. И они являются именно героями нашего времени и героями остинского кино. Потому что у Остин очень много правильных внутренних настроек, о которых кто-то стал забывать, кто-то и не знает, допустим, в России. И хочется это показывать. И это не должно сводиться к национальным танцам, к каким-то традициям в плане внутреннего национального кода. Внутреннее благородство, дух, о котором говорят все. И, наверное, может быть, следующий какой-то мой сценарий будет именно об этом. Потому что об этом стали забывать. Везде. Это не Осетии касается, во всем мире.
на самом деле мы снимаем крутое кино. Это Республика Северная Осетия, наша родина. Это Лина Битарова. Я Суслан Фидаров. Вот, мы сейчас в Феогдоне. Что мы делаем? Снимаю крутое кино. Снимаем крутое кино. Вот. Смотрите нас по телевизору. Скоро. Да, скоро очень. Для меня сценарист – это такое существо, которое всегда все видит, всегда все знает. И где-то тайно ночью записывает это и вплетает это в какие-то драматические сюжеты. Я пришла к выводу, что я хочу заниматься именно сценарным мастерством. И чтобы мои фильмы снимали профессионалы, я предпочитаю все-таки создавать миры, чтобы их воссоздавали. Сценарист, он сосуд, который собирает в себе персонажей, который несет в себе этих персонажей и доносит их до зрителя, до мира. Потому что увидеть персонаж, почувствовать его психологически и описать его, вплести его в какой-то драматический сюжет – это высшее мастерство для меня. И я, когда смотрю фильмы, в которых сценарий мне нравится, и в которых я понимаю, что это просто высший пилотаж, я просто схожу с ума, я бесконечно могу пересматривать эти фильмы. Да, мама. Я не забыла, мама. Но сегодня я не могу. Перезвоню. Если бы существовало такое понятие «женственный феминизм», то, мне кажется, это течение возглавила бы Ангелина Битарова, потому что она удивительным образом сочетает в себе абсолютное погружение в мужской мир, в мир мужской профессии. В окружении у нее в основном мужчины, в силу, опять-таки, профессии. И при этом абсолютном погружении в этот мужской мир и в темп мужского мира, в ритм мужского мира, в философию мужского мира, она остается прекрасной женщиной, трогательной, обаятельной, нежной, хрупкой и чувственной. Поэтому вот это удивительное сочетание, может быть, такое личностное, дает такие результаты в профессии ее. Мы с ней знакомы уже очень давно. Познакомились мы, у нас для этого был тоже творческий повод. Я снималась в ее коротком метре. И с удовольствием вспоминаю, как вот эта девочка, тогда еще девочка, она вот с горящими глазами рассказывала о своем проекте. И вот это пронесено через всю ее жизнь. Вот уже прошло довольно много лет, уже около 15 лет. Мы знаем друг друга, и всегда вот я вижу Ангелину с этими горящими глазами, всегда полно идей, всегда она чем-то живет какими-то будущими планами, проектами. И я очень бы хотела еще раз встретиться с ней на съемочной площадке, потому что было очень интересно для меня в том числе. Желаю ей, чтобы она вот сохранила вот эту вот главную, мне кажется, струну, которая должна звучать в творческом человеке. Вот это желание работать, желание творить, вот этот блеск в глазах, я желаю ей пронести через всю свою творческую жизнь. Пока и молод был, а я горя же не было. Горя и не было.
Ну, энергичнее, энергичнее. Ну, ты когда женишься? Да рано еще. Да я в твои годы уж воевал. Опять ты это лезвие. Возьми станок. А позови сюда свою девушку. А? Да она не сможет. Ну, ты скажи, что дед хочет ей подарок сделать. Хорошо, сейчас позвоню. Пока молод был, горя я не знал. Ее горя я не знал. А стал я возрастать. Чё такой нервный-то? Да ну... Ты что, даны? Да она из богатой семьи. На украсть не вариант. Ну ты даешь, дед. Юрочка, ищи в светлых углах. Помнишь, какую ты райдугу мне нарисовал в детстве? Да. Давай, заканчивай. Пойди-ка цветов нарви. Во-первых, она светлый человек. Открытый, честный, профессиональный, добрый. Чего, в принципе, в наше время является, наверное, редким качеством. Ну, вообще, у нас на сегодняшний день только 2 режиссера, и это обе женщины. Это Фатима Золоева, да, и Ангелина, вот наша драгоценная Битарова. Они замечательные режиссеры, талантливые, перспективные, устремленные, будущие, держащие руку на пульсе современного киноискусства. Да старшее поколение ушло, а как-то вот мужчин не наблюдается. Поэтому отрадно говорить об Ангелине, вот, пожелать ей всяческого добра, счастья, удачи. Могу однозначно сказать, что все учились по видеокассетам. В 99 году я привез кассету Battle of the 97 года. И мы сидели всей командой, толпой, и вот так на паузу нажимали. Ну, прокручивали паузу, там, пауза, плей. Тогда не было интернета, ютуба, не было ничего. Это сегодня раз залил, посмотрел, все видно. Тогда кассету мы ждали там месяц-два. Потому что каждый кусочек информации – это твое преимущество на соревнованиях. Это твое развитие. Когда у тебя нет новой информации, ты не двигаешься никуда. И вот первая информация ко мне приходила, самая основная. Ну, большие чемпионаты, фристайл сессион, Battle of the. Я брал, естественно, потом приходил на тренировку, посмотрел, потом ребятам отдавал, они переписывали кассеты. И вот так одна кассета проходила. Что-то приходило к Айсбиту, мы брали у Айсбита то же самое. Хип-хоп-осетия – это такой проект, в который я попала, можно сказать, случайно. Мы познакомились с ребятами на Тавриде, когда они защищали проект, и я сказала, что я знаю об этом все, потому что я сама читала рэп, я занималась брейкдансом, я знаю всех ребят, которые этим занимаются. Я говорю, я помогу, даже если вы не выиграете, давайте сделаем что-то, я включусь как смогу. И так получилось, что они выиграли грант, и когда начались съемки, они меня пригласили как интервьюера. Мы нашли многих героев, которые давно ушли с поля зрения. Этот фильм стал событием для республики, потому что такого не было никогда, чтобы была премьера такая яркая в Москве, плюс такой отклик там, в средствах массовой информации, и плюс мы дошли до платформ. Такого пока еще не было до сих пор. И это все благодаря Зауру Соскиеву, всем людям, которые участвовали в продвижении этого фильма. На то время были 90-е, как ты сказал. Одна война, вторая война. Что-то здесь кто-то бегает с автоматами, что-то мы там в костер патроны кидаем. Какие танцы? Мы дети войны, только война закончилась. Вот там. А как ты говоришь, через несколько там километров там еще война, а потом будет Беслан и все остальное. Ну, короче, не в этом суть. Суть в том, что атмосфера, не сказать, что она была, как бы, не знаю, благоприятная для творчества. 100% нет. Детей воровали в Осетии за выкуп. Это такая была серьезная проблема. А это бывало часто. У людей кроссовки снимали на улице, грабили. То есть
опять же, параллели с грязными гетто Нью-Йорка. Вообще, это вдвойне удивительно, что негритянская культура из Бронкса и там Нью-Йорка, да, перетекла через океан и попала в Осетию. И это так созвучно было с тем, в каких условиях, в каких понятиях жило наше окружение, вот молодежь. Где-то в глубине души просто любил танцевать, но просто настолько я жил в такой атмосфере, где невозможно было ребенку в этом раскрыться. И мы, будучи подростками, пытались найти себе то место, которое даст силы, даст вдохновение и комьюнити, с которым ты можешь развиваться. Это был какой-то луч света в этом темном царстве, в этом мраке, в этих спортивных костюмах с бородами, понимаешь? В эти постоянно махачи, двор на двор, район на район, понимаешь, да? То есть это тупая обстановка, понимаешь, была. Когда были полу-ОПГшные тусы, рэкет, что-то там гэсовские, там южнинские, те ногирские, те... Короче, кто помнит эти времена 90-е, он помнит, ничего прикольного там такого не было. Но была какая-то свобода. Могу тебе сказать, что на то время даже некоторые вечеринки, дискотеки, были настолько эмоционально прикольнее, чем вот сейчас, где мы находимся. Снимает давно, на ВГИК закончил, на профессионал. И за художника должны говорить его полотна, поэтому у нее есть успешные картины, сейчас она снимает новые, поэтому приятно наблюдать за ее развитием. Наш фильм вошел в 20-ку фильмов российской программы Московского международного кинофестиваля, и нас номинировали на ТЭФе «Регион» 2023 года. Для возрождения остинского кино, помимо кадров, мало просто денег, потому что для возрождения нужно очень много критериев. Продюсером раньше выступало государство, и идеология была сильнейшая в Советском Союзе. И фильмы, которые выходили, они проходили много этапов, но государство полностью финансировало, и хорошие идеи выходили на экраны. Поэтому в какой-то степени, мне кажется, это более правильный подход к кинематографу, чем сегодня. Когда есть независимые организации, которые участвуют в конкурсе, и это дело вкуса членов жюри или экспертов. Девочки, справа от коня. Заходишь, поворачиваешься, садишься на корточки. Все, дальше идем. Перед вами зайдет в круг. Следующий пошел. Вы сейчас нахлёст шли. Ну, Артур, ты в финале, когда вы тройкой идете, ты долго не ждешь. Шагай. Не ломайся, дарю, хас постоянно. Он просто охуел, Выровнись чуть-чуть, выровнись. О! Вот готовим программу, у нас очень мало времени, это будет буквально, даже месяца не осталось. А у нас сейчас пока практически ничего не готово. Так, кусками, но это все надо связать, надо отработать. Площадки крытые, где можно именно делать нашу работу, не цирковую, а именно театральную. У нас есть манеж крытый, видели. Там все хорошо, прекрасно работают, потому что мы и в дождь, и в снег занимаемся, и ребята. Но, к сожалению, прямая это совсем другая, это не круг, тут и скорость другая, и специфика работы. Надо не как в кругу спрыгивать, чуть по-другому. Сейчас им надо переучиться, потом опять в круг. Вот это сложный момент. Лена, ты до утра перенос будешь делать?
На данный момент я работаю над фильмом о конном театре «Нарты». И для меня это тоже большая работа сейчас, потому что это впервые я делаю фильм для Министерства культуры Российской Федерации. То есть это такая взрослая, большая работа. Я показала их жизнь. Вот сколько раз они своих коней чистят, сколько раз они шагают, репетируют. Вот столько раз я и показала это в фильме, чтобы зритель понял, насколько сложен этот труд. Как сильно они вкладываются в свою профессию, потому что для многих до сих пор театр «Нарты» его не существует. После там определенных событий его не существует, а они работают. И они сейчас в активной фазе работы, и я успела это запечатлеть. В Северной Осетии кино снимать нелегко, потому что, к сожалению, нет той базы, нет тех специалистов, с которыми можно было бы снимать кино в полной мере. Потому что очень большой разрыв между поколениями. Тем поколением, которое получило действительно профессиональное образование, операторское, световое, режиссерское, безусловно, тоже, но режиссеров, сценаристов как бы становится больше. Молодежь сейчас тянется к этим профессиям и получает образование. Они есть и среди молодежи, и среди более старшего поколения. А вот именно поколение операторов, световиков, звукорежиссеров, их нет, в принципе, с профессиональным образованием. Потому что для меня оператор – это человек, который видит кадр, которого обучили каким-то элементарно чувствовать и разбираться в композиции, в свете. Есть ребята талантливые, слава богу, как бы с которыми мы снимаем кино, но они действуют по наитию. Но вот хочется, чтобы у нас были ребята, специалисты моего возраста, младше, там, я не знаю, старше. Может быть, тогда у нас получится сделать такую команду и снимать кино с легкостью. На данный момент есть региональные программы. То есть сейчас есть все возможности, даже известные режиссеры московские охотятся за региональными историями. Потому что сейчас выделяются на это финансы, и есть возможность сделать хорошее национальное кино. И сейчас, там, допустим, я все силы свои направляю, чтобы продвинуть несколько своих проектов, чтобы действительно это получилось. Но пути очень сложные, потому что кино – это сплошь и рядом связи, кино – это какие-то определенные пути, на которых стоят определенные и люди, и какие-то обстоятельства. Но это ни в коем случае не значит, что они закрыты. Они есть, но немножечко нужно знать, как туда прийти. Ну, вообще она строгая в работе, то есть, не церемонится, если нужно что-нибудь высказать, на это напрямую скажешь, что не так. Допустим, ты это делаешь неправильно, тебе нужно сделать так. Вот. Но зато из-за того, что она более строгая, работа, проходит быстро, без лишних вопросов и качественно. Я с детства участвовал в съемках, иногда несколько раз как актер, а так вообще я был за кадром. Я был на «Хлопушке» в короткометражном фильме «Райдуга». Я также просто был рядом как, грубо говоря, помощник режиссера. И был у нее документальный фильм «Проект Победитель», и я там как участник именно был, как актер. Почему я не выбрал эту профессию? Во-первых, не знаю, мне больше нравится расчет на холодную голову, без всяких креативных вещей, без того, что, если вдруг, то есть мне нужно как? То, что 1000%, то, что можно будет, то, что это будет 100% работать. Поэтому я выбрал профессию инженера. Я хочу пожелать своей маме, во-первых, успехов в работе, побольше качественных проектов и знакомств, которые могут помочь ей в этом. У меня мама снималась в фильме «Сбереги башню» Измаила Петровича Бурнацева. Причем она играла там такую роль не эпизодную, а достаточно много ее там, с длинной косой, такая молодая девочка. Но я никогда не думала, то есть в детстве я не задумывалась о том, что я свяжу из-за этого свою жизнь с кино, просто так совпало. Но сейчас этот фильм стали показывать чаще. Маму даже стали узнавать. Бывало такое прям в общественных местах, стали узнавать. И, это тоже такой приятный этап. Ну, мальчики, пора.
Дайте хоть торт доесть. Много вас тут таких. Не вы одни. Выходите. Ну, тетя Клара, хоть 5 минут. Девочки, распорядок. Ой, мне у подруги учебник надо взять. До свидания, ребят. До свидания. Пойдем. Вы покажи. Пойдем. Талант – это когда в крови живет мечта. Это то, что тебе предрасположено судьбой. Это то, что тебе даровано Богом. То, что ты несешь людям. Музыка и кино делают мир ярче, красивей. Культура абсолютно не сфера услуг. Культура – это панацея. Сейчас возможно все, мне кажется. Какое-то особенное время проживаем. И будем надеяться, что каждый сможет пожелать себе и миру каких-то позитивных изменений, и мы справимся с этой ситуацией вместе.